Она никогда не позволит себе выйти на люди без косметики и в неопрятной одежде. В свои 92 Анна Ивановна Глазунова может дать фору любой. Бессменный руководитель клуба «Открытая книга», как всегда, приветливо и улыбчиво встречала дорогих гостей прямо у порога. Волнительный момент. Сегодня ей вручают юбилейную медаль, приуроченную ко Дню Победы. Откровенно говоря, с особым волнением ждали вот этого момента, чтобы вручить вам медаль, посвященную 70-летию Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Анна Ивановна родилась 12 июля 1923 года в Подмосковье. С августа 1941 до сентября 1944 работала на военной ремонтной базе Московского военного округа. Как началась война, она помнит прекрасно. Началась Отечественная война в тот день, когда у нас был назначен выпускной вечер. Как раз мы окончили 10 класс. И вдруг, значит, на этот вечер пришли преподаватели, пришли девушки, а ребят нет. Почему-то подумали, что в первый день войны будут бомбить. У нас же все-таки Истринский район, это военная база. И вот, значит, мы с мальчишками так и не посидели. А потом, значит, наших этих мальчиков забрали на строительство под Смоленск вот этих вот противотанковых сооружений. На фронт из ее семьи ушли отец и брат. Как выяснилось позже, в то время будущий супруг также принимал участие в разгроме фашистских оккупантов. Страшнее того времени не было никогда, признается Анна Ивановна. Погибло много знакомых, друзей, одноклассников. Это потом она начнет посвящать им стихи, от которых ком подкатывает к горлу. Скольких ты отдала фронту, школа? Всех имен мне не перечесть. Назову лишь Миша Камолов. Школа, он составлял твою честь. Мы играли с ним пьесы в одном драм-кружке. Он был математик, высокий, стройный. В лесу ты упал или на лужке, в каком-то схороненном месте укромном. Окончания войны она, как и миллионы других людей, ждала с нетерпением. Ведь работать ей приходилось практически на передовой, на военной базе. А потому 9 мая она встречала с ликованием и народными гуляниями. Не где-нибудь, а на Красной площади. А там такое творилось. Ой, там, значит, эти самые солдаты, этих ребятишек поднимают, угощают. Ну, вообще, сами понимаете, что такое. А какие были ваши ощущения в тот момент? Я была одна, без подруг. Я просто вот поехала. Ну, я, знаете, я больше смотрела на людей. Уж какие у меня ощущения, это понятно. Вот. Но что такое ликование? Слушайте, такого врага мы одолели. Ну, ясно, что это был действительно всенародный праздник ликования. И я была с народом на Красной площади. Завершая наше интервью, Анна Ивановна сказала: главное в людях – это чувство уважения и любви. Человеку, обладающему этим, не страшны любые беды и невзгоды. И добавила цитату Максима Горького. Я всегда вспоминаю и говорю, цитирую слова Горького. Какое наслаждение уважать человека. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуль, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.